Оперативный штаб по обработке и реагированию на обращения граждан будет функционировать на период с 20 по 24 апреля. Для предупреждения аварийных ситуаций подготовлены бригады с расчетом на каждый муниципальный округ, а также укомплектована спецтехника и аварийный запас материалов и необходимого оборудования. Сотрудники штаба будут работать круглосуточно по утвержденным графикам и дежурить по 8 смена будет по 12 часов. В случае возникновения ситуации, связанных с перебоем электрогаза и водоснабжения, жители республики могут обратиться на телефоны горячей линии оперативного штаба при правительстве Республики Ингушетия. Указанные контактные данные доступны гражданам республики, отражены также на официальных сайтах и страницах социальных сетей Минэнерго Ингушетии и всех ресурсоснабжающих организаций. В данном случае это водоканалов, Ингушэнерго и газовиков. Также в рамках указа главы региона Махмуда Али Калиматова Министерство промышленности и цифрового развития извещает граждан об изменениях в деятельности транспортных пассажирских перевозок. В транспортной отрасли есть терминология, есть рабочие дни, есть праздничные. Система будет у нас отслеживаться по праздничным дням. Единственное изменение это будут то, что график движения общественного транспорта на определенных маршрутах, которые у нас имеются на сайте, будет продлен до 21 часа. То есть это у нас направление отдаленное, как Сунжа, Малгобекское направление, Жайрасское направление. Вот эти направления работают будут до 9 часов. В остальном штатном? В остальном все будет соблюдаться в штатном режиме, в том числе и пригородное направление пригородного района. Также будет осуществляться контрольная деятельность, как я сказал, за пассажирскими перевозками. Также по указу главы региона в этом году на период праздничных дней решено поддержать уже сложившуюся в течение нескольких лет добрую традицию. По согласованию с перевозчиками приняли решение, что деятельность в пассажирских перевозках в эти дни у нас будет осуществляться на безвозмездной основе, то есть бесплатно будет осуществляться пассажирские перевозки. К этой акции у нас присоединились как государственные предприятия, так и частные предприятия. В праздничные дни в усиленном режиме будет проводиться работа сотрудников госавтоинспекции. Особенно будет обращаться внимание на загруженные потоком автомашин дороги. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению вождения автотранспорта без прав в нетрезвом состоянии с подложными номерами или без регистрационных знаков. Также обращаем внимание на перевозку детей, перевозку пассажиров и, конечно же, пешеходов. Если будут посещаться какие-то мероприятия, просьба соблюдать правила. Особое внимание уделяем мы также и нашим детям, которые будут посещать с родственников и соседей, поздравлять, собирать сладости. Поэтому родителям особое внимание уделить именно детской безопасности, контролировать, где находятся ваши дети, ни в коем случае не оставлять их у оживленных проезжих частей, смотреть, где находятся ваши дети и контролировать их досуг. Не оставляйте внимания детей, потому что дети самая уязвимая категория участников дорожного движения, которых нужно очень сильно беречь. Поэтому мы эту работу будем проводить в эти дни усиленно, и просьба каждого гражданина услышать нас и прийти к правильному поведению и соблюдению правил дорожного движения. В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел продолжат нести службу по обеспечению правопорядка на улицах городов и сел. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.